На повестке завтрашней сессии Госсовета Коми, как говорят депутаты, в основном технические вопросы. Их цель – привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. В 2014 году, например, наши народные избранники дали муниципалитетам право самим выписывать административные протоколы за выпас крупного рогатого скота в неположенном месте, за езду на машине по газонам. Но в федеральном законе, принятом еще в 80-е, четко прописано – этим должны заниматься специалисты Роспотребнадзора. Прокуратура попросила несоответствие исправить. Правда, депутаты региона уверены, их решение верное, потому как за 30 с лишним лет жизнь сильно поменялась. Во-первых, этим постановлением мы направляем протест прокурора к главе Республики Коми, а потом мы все вместе соберемся, пригласим Роспотребнадзор, юстицию и прокуратуру и будем думать, что с этим делать дальше. И мы хотим вынести это на уровень обсуждения Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Северо-Западной, потому что это одна проблема, кстати говоря, для всех регионов. А вот управление по охране объектов культурного наследия, согласно поправкам законодательства, напротив, получит дополнительные полномочия. Например, ведомство сможет выдавать паспорта памятникам, включенным в реестр. Кроме того, в законе теперь четко прописан порядок рассмотрения предложений о включении в перечень исторических поселений. В этот список вполне могут попасть Усть-Вымь, Кажем, Ижма и Усть-Цильма. Пока от муниципалитетов заявок не поступало. Что неудивительно, включение в реестр – это большое количество документов и средства на экспертизу, реставрацию и содержание. По словам депутатов, без спонсоров не обойтись. Где бы присутствие благотворительности, спонсорства, создание как бы отдельного фонда в нашем регионе для этих целей, мы, конечно, утрачиваем очень много вещей. На завтрашней сессии депутатам предстоит проголосовать и за нового кандидата в Общественную палату республики. Напомним, этим летом один из ее членов, Раиса Шахова, трагически погибла в дорожной аварии. На освободившееся место претендует Дмитрий Сизев, который в Коми известен по работе с ТОСами. Человек очень известный, как в спортивных кругах, предпринимательских кругах, и человек, который является не простым созерцателем. Он старается везде участвовать и старается помочь в решении тех или иных проблем. Кандидатура была рассмотрена всеми и единогласно принята. И, наконец, разобрались народные избранники с вопросом по методике поддержки нуждающихся муниципалитетов. На июньской сессии этот вопрос вызвал много споров. Сегодня, после некоторых корректировок, система выделения дотаций, прежде всего селам и деревням, стала прозрачна и понятна. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.